крупнейшие фигуры не только в отечественной, но и в мировой культуре. Сегодня говорили о Максиме Горьком. На улице имени великого писателя, где и расположен бюст ему, собрались почитатели его творчества, общественность и интеллигенция. Все несут цветы. Великому классику исполнилось бы 155 лет. Это культурное достояние всех народов России, потому что вот спустя уже большое количество лет мы собираемся здесь и продолжаем изучать творческое наследие великого выдающегося писателя. Не статичная личность, он был в развитии, и, конечно, молодежь сейчас тянется и к его известным произведениям драматическим, таких как «На дне», и к его публицистике, и к его ранним романтическим произведениям. «Данка». Я давно знаком с творчеством Максима Горького. Мы его читали еще с ранних классов. Его творчество очень интересное. Прям за душу берут некоторые произведения. В Казань Максим Горький приезжает 16 лет. Тогда еще его знают как Алексея Пешкова. Мечты и надежды юноши рушатся, когда его не принимают в Казанский университет. Но череда неудач и разочарований только закаляют его, формируют как личность и писателя. О Казани Горький позже скажет: физически я родился в Нижнем Новгороде, но духовно в Казани. Казань – любимейший из моих университетов. Именно здесь родились сюжеты 20 литературных произведений Горького. В Казани он творил, влюблялся, проходил школу жизни. За казанским горьковским столом почитаем. Итак, я еду учиться в Казанский университет, не менее этого. Мысль об университете внушил мне гимназист Евриинов. Жизнь в трущобах, работа, переезд Красновидова и странствие по Руси. Фильм по следам Горького знакомит зрителей с образом жизни писателя. Его премьера состоялась сегодня. И мне было интересно читать, какая Казань была в то время. И что у нас общего еще до сих пор осталось. Пройти по Марусовке, почувствовать эти следы. В Красновидово прекрасный музей с сохранившимися со всеми экспонатами и тоже ощущением того, что он там переживал, когда горели книги, когда он сам чуть не сгорел. И вот в этом огне, когда родился писатель, это было мне очень интересно. День рождения писателя увидела свет и новая книга. В ней раскрывается этап жизни Горького в старинном селе на Волге Красновидово. Сегодня вручили ежегодную премию имени Максима Горького. Ее обладателями стали казанские писатели Александр Аввакумов и Альфия Галимуллина. Я всегда сдерживал эмоции, поэтому и в этот раз я, может быть, так как бы выгляжу, да, обыденно и тому подобное. Но в душе, конечно, звучит песня. Для меня Горький – это большой человек, к мастерству которого надо стремиться. Сегодня открылась и выставка «Горький и Шаляпин. Точка отсчета. Казань». Как они подружились, что было общего, о чем говорили. Экспозиция представлена в культурном центре имени Пушкина. Первая автобиография, которая, кстати, так называлась в начале автобиография, а впоследствии станет называться «Страницы из моей жизни», которую написал Федор Иванович Шаляпин, она создавалась вместе с Алексеем Максимовичем Горьким. Вот что их еще объединяло? Да многое, их даже семьи объединяли. В этот юбилейный год еще будут десятки мероприятий, где каждый сможет познакомиться со всеми университетами Горького. Сирина Сахапова, Роман Фенин, ТНВ, Казань.